эфире новости, в студии Василий Радченко. Здравствуйте, смотрите в программе. Пожар произошел в многоквартирном доме в селе Бердигистяк Горного района. 40 человек разместили в пункте временного содержания. Власти Якутии не планируют полностью запрещать новогодние праздники. Айсан Николаев дал комментарий программе «Вести недели» на телеканале «Россия-1». В Алмаз-Дортрансе получили первую экономию от использования газа вместо дизельного топлива. Теперь на него планируют перевести и остальной автопарк. Крупный пожар произошел в селе Бердигистяк Горного района. Сообщение о возгорании поступило этим утром, около 5 часов по якутскому времени, говорится в сообщении управления МЧС по региону. Возгорание произошло в многоквартирном жилом доме. Огнем было охвачено 288 квадратных метров, горела кровля и 2 квартиры. Отмечается, что для проживающих развернут пункт временного размещения на 40 человек в спортзале села. По состоянию на 7:38 утра по местному времени пожар ликвидирован. Информация по пострадавшим и погибшим уточняется. Роспотребнадзор продлил масочный режим в стране до 1 января 2022 года. В сообщении ведомства сказано, введенные в России противоэпидемические правила, в частности, об обязательном ношении масок в общественных местах, соблюдении социальной дистанции, самоизоляции контактных лиц, будут действовать до 1 января 2022 года. Также отмечается, что выписывать пациентов из стационара на амбулаторное лечение будут до получения отрицательного результата исследования методом ПЦР. Это не относится к жильцам коммунальных квартир, учреждений социального обслуживания с круглосуточным пребыванием, общежитий и гостиниц. Помимо того, теперь время проведения тестов на наличие коронавирусной инфекции ограничено 48 часами. Власти Якутии не планируют полностью запрещать новогодние праздники. Об этом сообщил в воскресенье глава Якутии Айсан Николаев в эфире программы «Вести недели» на телеканале «Россия-1». Напомним, что в середине ноября стало известно, что в Якутии разработают правила поведения в новогодние праздники в условиях коронавируса. Айсан Николаев в эфире федерального телеканала рассказал, что в Якутии, в отличие от других регионов, не собираются полностью запрещать новогодние праздники. У нас минус 50 на улице, особо не погуляешь при такой температуре, а лишать людей праздника тоже не очень правильно. Дед Мороз будет приходить в этом году, наверное, но все-таки будет в маске, сказал глава Якутии. Семьям спортсменов открыли границы в страну. Премьер Михаил Мишустин своим распоряжением отменил введенные из-за распространения коронавируса ограничения на прибытие в Россию членов семей иностранных спортсменов, тренеров, судей и других. В августе они были отменены только для наставников и самих выступающих. Но это решение не распространялось на членов их семей. Теперь они также могут приезжать в Россию. Для этого достаточно иметь документ, удостоверяющий личность, и визу, тип которой соответствует цели поездки. Борьба с коронавирусной инфекцией продолжается. Пока ученые работают над последними стадиями тестирования вакцин, медики во всем мире предлагают новые способы лечения болезни. Какие эксперименты признаны удачными, узнаем в следующем дайджесте. Дональд Трамп может остаться в истории 2020 года не только как проигравший кандидат в президентской гонке. Его именем вполне могут назвать новый препарат, которым лечат коронавирус. Это своеобразный коктейль из антител, разработанный американскими биотехнологами. Еще месяц назад этот коктейль был настоящим экспериментом, которым лечили Трампа. Сегодня подобный метод уже официально разрешен, но только в легкой и средней степени тяжести болезни. А вот ученые из Швейцарии уверены, что обнаружили молекулы серы, которые блокируют проникновение коронавируса в клетки. Это поможет создать новый противовирусный препарат. И работа по поиску самого эффективного средства лечения не прекращается по всему миру. Появляются более эффективные схемы лечения. Есть непосредственно и этиотропные препараты. И благодаря этому я должен сказать, что сейчас лечение стало более эффективным. Даже запущенные стадии ковидной инфекции, они могут быть вполне успешно лечиться.
Вот немецкие ученые считают, что в борьбе с коронавирусом может помочь и полынь. Растение активно используется в китайской народной медицине при малярии и респираторных заболеваниях. Идея в том, чтобы использовать вещества, полученные из полыни, для предотвращения репликации вируса и уменьшения тяжести заболевания. То есть можно ослабить ход изнурительной болезни, которая может быть смертельной. А вот этот индийский врач Сенапати к списку средств, которые ведут к скорейшему выздоровлению, добавил и хорошее настроение. И станцевал для своих пациентов с COVID-19. Понятное дело, в полной защитной экипировке. Максим Кардозу, Джур Березкин, Москва. Режим чрезвычайной ситуации регионального характера ввели в Приморье в связи с прохождением циклона. Аномальные осадки вызвали многочисленные аварийные ситуации на объектах жизнеобеспечения. На кадрах, снятых у одной из площадей, можно увидеть один из пунктов помощи. Там установлены полевая кухня и отапливаемая палатка, где можно согреться, зарядить телефоны и перекусить. Эти 3 суток толком не делал. Нету ни воды. Не, вода есть у нас, а отопление и в квартире холодина, все. Электричество? Электричества нет. Воды, ни света, ни тепла, вот уже как с самого отключения. Вот мы как-то перебиваемся, газовые печки, баллоны. Ну, мыться во воду ходим, там где-то у кого-то у родственников есть, где-то так, где-то на родники. Так и перебиваемся. Кроме того, в пунктах местные жители могут набрать технической воды из пожарной цистерны. Пришедшим за помощью помогают волонтеры. По поручению губернатора Приморья края Олега Кожемяка пострадавших от циклона жителей Владивостока обеспечивают водой, горячим питанием, газовыми баллонами, пока идут работы по устранению последствий аварии. В Алмаздортрансе получили первую экономию от использования газа вместо дизельного топлива. За 3 квартала затраты на топливо сократились на 30%. Теперь на предприятии переводят на газ дизельные тягачи «Вольво». Отладку оборудования проведут приезжие специалисты. Олеся Васева продолжит. Это уже заключительная часть работ, осталось обшить металлом. Новое изделие – так называемая кассета. По сути, это крепление для газовых баллонов. Конструкцию установят на грузовой автомобиль. Ее размер и форму в авторемонтных мастерских высчитывали и конструировали самостоятельно. Разрабатывали, долго, надо было продумать всю конструкцию, вес по закреплению баллонов в кассете, по закреплению к машине кассеты. Все вот такие чертежи все продумали. В Алмаздортрансе характеристики транспорта на газовом топливе проверяют весь этот год. Начинали с тестов газовых тягачей. Китайский Шахман показывал характер прошлой зимой. Поставщик произвел доработку. Теперь газовый тягач работает наравне с дизельными, не проигрывая в грузоподъемности. Эксперимент с ним продолжит до конца года. Переводят на газ и дизельные «Вольво». Вопрос, где на автомобиле устанавливать газовые баллоны, давно решен. Удобнее всего здесь, сразу за кабиной. До конца этого года планируют переоборудовать 8 машин. В 2021 еще 18. Тестовая работа транзитного транспорта в газодизельном режиме в 3 кварталах этого года показала сокращение затрат на топливо на 30%. В будущем такая практика и для остального транспорта позволит суммарно снизить затраты предприятия на 20%. У нас парк большой и не всегда он привязанный к круглогодичной дороге. В период зимников транспорт работает на зимниках. Значит, мы точно так же смотрим на транспорт, который может работать в газодизельном режиме. Для этого мы в этом году уже оборудовали 2 автомобиля газодизелем. Сегодня автомобили эти работают уже, показывают замещение пока 30%. На тестовых образцах будущих газодизельных машин установят оборудование сразу нескольких фирм-производителей. Выбор комплектующих сегодня велик. Тестирование покажет, какой из вариантов лучший. Он и будет применен к остальному транспорту. Олеся Васева, Олег Соснин, телеканал «Алмазный край». 30 ноября отметят День хомуса. Праздник вышел далеко за пределы Якутии. Вот уже который год его отмечают и москвичи. О музыкантах, хомусах и варганах из столицы России передает наш субкор в Москве Айсена Бурнашова.
В свои 5 лет юный хамусист Артур уже умеет играть в разных стилях, от традиционного якутского сыя-тарды до ритмичного эстрадного направления. Мальчик также поет и голосом природы, имитируя звуки птиц и животных. Артур живет в Москве, но каждый год гостит в Якутии. Впервые хамус он услышал в 2018 году именно там, на родине предков. Всего за 2 года мальчик сумел овладеть музыкальным инструментом. За плечами хамусиста и выступления на разных площадках Москвы, включая концерты Алены Подлужной и фестиваль в Зарядье. Артур признается, на сцену выходит без капли волнения. Потому что я не боюсь, мне уже не 3 года, 5 лет. А раньше боялся? Да. Раньше боялся, да? А в «Заряде», когда выступал, страшно было? Ну, вообще, если честно, он крайне редко с кем-то занимается. Ну, вот, Алена всегда занята, и мы, к сожалению, редко с ней видимся. И вот когда видимся, тогда она пытается ему что-то рассказать, объяснить. То есть он сам черпает. Вот он все то, что слышит. Впереди мальчика ждут новые выступления и открытия. И несмотря на свой юный возраст, он уже планирует связать свою жизнь с хамусом. Когда я вырасту, буду музыкантом. Я буду гастроли делать и выступать по всем странам. Да, ради бога, это же его жизнь. Как хочет, пусть строит. Мы только будем поддерживать все начинания и радоваться, когда дети счастливы. Светлое будущее эксперты сулят и хамусу. Они отмечают, благодаря звукотембральному разнообразию и сохранению национальных традиций, число желающих играть на хамусе из года в год будет только расти. Якутию можно считать двигателем прогресса, потому что у вас умеют привлекать внимание к инструменту, плюс у вас деятели культуры вот, прошлых поколений, они хорошо очень поработали над этой темой, у вас еще к этому подключен административный ресурс, что тоже очень важно. А у нас вот до этого еще не доросли. Айсена Барнашова, Джур Березкин, Москва. Соревнования по масс-рестлингу пройдут в нескольких странах мира. Международная федерация опубликовала проект календарного плана на 2021 год. Согласно нему, континентальные чемпионаты по якутскому национальному виду спорта состоятся в Финляндии, Латвии, Узбекистане, США, Чили, Австралии. Международные турниры и презентации пройдут в Новой Зеландии, Бразилии, Франции, Португалии и еще в ряде стран. Отмечается, что также состоятся этапы Кубка мира по масс-рестлингу в Финляндии, Узбекистане и России. Чемпионат мира запланирован на 13-15 августа в Канаде. В сообщении сказано, что документ выносится на обсуждение мирового сообщества масс-рестлеров и далее будет коллегиально утвержден на очередном конгрессе, который пройдет в онлайн-режиме в конце этого года. На этом пока все. Не забывайте носить маски, дезинфицировать руки и держать социальную дистанцию. Спасибо за внимание. До встречи в эфире.